Если я смогла за все это время кому-то помочь, это очень большое достижение. Профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Очень удобно то, что он прямой рейс. Новый авиарейс запущен в аэропорту Магаз. Еженедельно борт будет отправляться в Санкт-Петербург. Предоставление вот такого проездного билета позволит льготникам ездить на государственном общественном транспорте целый месяц абсолютно бесплатно, неограниченное количество раз. Льготникам Ингушетии в общественном транспорте необходимо предъявить проездной билет. Блокируются каналы связи с потоком этих звонков. Возможность дозвона до нас, могут люди не дозвониться до нас. В режиме нон-стоп служба 112 принимает сотни экстренных звонков. Все они попробовали себя в мире изобразительного искусства, показали, кто они есть. У них были определенные выставки персональные за плечами. Многообразие ярких красок. Выставка картин проходит в Карабулаке. Добрый вечер, в эфире новости. Сегодня исполняется 296 лет со дня учреждения органов прокуратуры Российской Федерации. Во все времена именно в это учреждение граждане могли обратиться с любыми своими бедами и проблемами. От отключения электроэнергии в квартире до обмана организаторами финансовых пирамид. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства сегодня на торжественном собрании поздравил глава региона Юнусбек Евкуров. Подробнее в сюжете Марии Мистоевой. Строгий вид и синяя форма. Даже в праздничный день сотрудники прокуратуры максимально собраны и сосредоточены. Приверженцев этой профессии отличает от других ответственность, надежность и организованность в любой ситуации. Эти черты характера и выдержка помогли Умару Чурбижеву, ветерану этой структуры, проработать в профессии не один десяток лет. Я работаю в органах прокуратуры Чаянгульска, начал свою работу в 1961 году после окончания юридического факультета Алматинского государственного университета. Первый раз я работал, будучи следователем в Волгоградской городской прокуратуре. Лично я сам работал как следователь 12 лет, выезжая днем и ночью на происшествие 2 часа, 5 часов. Профессия хоть и суровая, но в этих рядах немало представительниц слабого пола. Хрупкие женщины умудряются быть примерными женами, ответственными мамами и защищать законность в регионе. У Малики Бельтиевой свое объяснение, как можно успеть все и сразу. Понимаем свою ответственность. Но легко, потому что у женщины, я считаю, природное чувство стремления к справедливости, помочь людям. Это уже заложено в женщине, поэтому я считаю, это хорошее подспорье, то, что помогает им работе, нашей работе, по крайней мере, мне. Я в системе работаю свыше уже 20 лет. Да, и, соответственно, я считаю, что если я смогла за все это время кому-то помочь, это очень большое достижение. Поздравить сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздником приехал и глава региона Юнусбек Евкуров, который отметил труд каждого присутствующего. Они защищают права простых жителей и тех, кто стоит у власти. Даже он сам зависит от этой структуры. Сегодня идет активная работа работников прокуратуры с правительством в сфере и консультации, и определенных подсказок, и работы в том, чтобы не нарушать законодательство, не доводить до нарушения законодательства, а наоборот постараться исправлять даже то, что есть эти нарушения. У нас хорошее взаимодействие в сфере того, что даже я свои указы, какие-то документы, и в том числе парламент, до того, как выпустить закон, мы всегда консультируемся с прокуратурой. Почему? Потому что когда прокурор отменяет указ главы республики или отменяет уже принятый закон, это говорит о том, что нет взаимодействия между органами власти и в целом, в том числе прокуратурой. У нас это взаимодействие есть. Прокуратура активно сотрудничает и с Народным собранием республики. Ни один закон не принимается в парламенте без содействия ведомства. При осуществлении законодательной деятельности Народное собрание республики
тесно взаимодействует с органами прокуратуры республики. За 2017 год по обращению прокурора республики во взаимодействии с прокуратурой принято 13 законов. 2 закона находятся на стадии рассмотрения. За добросовестный труд и верность закону награждают отличившихся сотрудников прокуратуры. Это и молодые специалисты, которые работают в структуре недавно, и ветераны своего дела. Заместитель начальника отдела планирования труда, финансово-бухгалтерской учетной отчетности. Распоряжение главы Республики Ингушетия за вклад в укрепление ингушской государственности. Глава региона тоже вручил медали и благодарности сотрудникам прокуратуры и пожелал им оставаться верными своему делу и также добросовестно защищать законы граждан республики. Мария Мистоева, Рахман Цуров, Новости 24. Глава Ингушетии Инусбек Евкуров своим указом на должность начальника управления по делам религии при главе республики назначил Ахмеда Эльджиркиева. Инусбек Евкуров отметил перед назначенцем, что в управлении должны работать представители всех религиозных течений. В частности, он подчеркнул о представителях каждого тариката. Это позволит более качественно и своевременно решать возникающие проблемы, обозначил руководитель региона. Глава Ингушетии сказал о постоянном взаимодействии управления с религиозными и духовными лидерами республики. Религиозное управление армией, Баргишханбез Охч. Сволока, Маснигер, он основной лидер, тем более Шелдозер, что каждый юрт дешанах бадук, далхвастам бы, дук кубах дешанах. А прежде дешанах вы царь камял чудите, хагул чубой, царь общение идти. Ход лехом цыгалар мухолить. Диша нам бич. Египте была халпыш, Саудовская Аравия, цена халпыш была диша. Хакул бы без кас бы без чигич, опять я вер двадцера, молти жвать, молти живы, что здесь да, диша надо. Хакул бы ахушиш, бета цена сходишь, да на сходишь без. Хакул бы цена каждый юрт диша на якер, вали выбрать, халыш выбрать, ага. Самот кагулж, балбол шел, ногас надеюсь, шел, кадор хамиш шел. А хажмуна хагул беш, царь камел халдес, царь лирхам халдес. Затронул руководитель региона вопросы повышения уровня знаний имамов и педагогов основ религии. Также, по его мнению, нужно вести учет тех, кто отправляется в другие страны для изучения религии. Уже учет есть, хават есть. Мучабах, поддержбах, молодежбах, начальница, продолжение, повышение, и хога посол же бяка, чем водить, а камел дали, а хават ядровый. Марокко, я дикая, я моски, там на повышение квалификации, докторантуру, кадолхан. Чуть-чуть, хагулбиш. Шара, это шалдат, ашло, да бошло, да тем более там бесплатное обучение, бесплатное проживание. Да, богатей, здесь бизнес можно набить. Имам 60 дал здесь. На 3 месяца, на 4 месяца имам на повышение квалификации. Да, все бесплатно. А у колва бесплатно. Да, Московский государственный университет, Восточный университет в Москве. Через Верховную муфти России. Квоте бесплатное обучение. Пожалуйста, туда идите. В Москве? В Москве. В Москве, да, Марокко, да, Турции, да. Ну, надо смотреть, кто где желает. Вейсбол хабеш дать. А вейсбол хабеш сказал, что на по-разному шажли, что где-то что-то ищет. А вейтаган кандидат хули, доктор хули. А исламские наук не просто религия, наука же целая. Новый авиарейс свяжет Ингушетию и Санкт-Петербург. Воздушные суда будут отправляться из нашей республики в северную столицу 1 раз в неделю. Комфортабельный Боинг доставит пассажиров в Петербург всего за 3 часа. Проводила борт в дальний путь Зарема Евлоева. Для многих наших земляков культурная столица страны давно стала вторым домом. Там они учатся, работают и живут. Ингушская община в Санкт-Петербурге давно перевалила за пару сотен. Поэтому авиасообщение, связывающее Питер с Ингушетией, мера просто необходимая. Пассажиры первого в этом году рейса охотно делятся отзывами. Нормально, без происшествий, без проблем. Все отлично. Очень удобно то, что он прямой рейс. Летим из города Санкт-Петербурга.
Ну, удобство так нормально. Единственный минус, при посадке нет вот этих конфеточек. Они очень необходимы. Цена очень хорошая. Во сколько вам обошелся перелет, если не секрет? Я туда-обратно купил за 3000. Авиасообщение по новому маршруту было налажено несколько лет назад. Тогда аэропорт заключил соглашение с компанией «Ютейр». Самый дешевый билет до Питера обходился в 3500 рублей. Летать за такую цену пассажиры не торопились, поэтому контракт с авиакомпанией пришлось расторгнуть. Сегодня бюджетный перевозчик «Победа» обещает перелет за меньшие траты. Вылет в 13:25 из Ингушетии, прибытие в Санкт-Петербурге 16:40. Стоимость билетов колеблется от 2000 до 30. Это зависит от того, насколько раньше вы приобрели билет. То есть, чем меньше билетов осталось, тем они дороже. До 20 февраля у нас один раз в неделю по пятницам будет рейс, а с 20 февраля уже 2 раза в неделю, вторник и пятница. Низкобюджетный перевозчик экономит на всем, кроме безопасности полетов. Рейсы «Победы» выгодны тем, кто едет налегке или готов ради экономии финансов поступиться комфортом. Такой вариант, по всей видимости, устраивает как студентов, так и рабочий класс. 162 пассажира с Питера к нам прибыло. И на вылет у нас стоят на сегодняшний день 168 пассажиров. Это 100% загрузка. Всего 189 кресел, он уже полный идет. Боинг, который доставил пассажиров из Санкт-Петербурга, возвращается обратно. Пассажиры проходят регистрацию. Раньше многим из них приходилось летать пересадками. Теперь, радуются они, до Санкт-Петербурга, можно сказать, рукой подать. Впрочем, пассажиры надеются, что в скором времени из Ингушетии можно будет попасть в любую точку мира. Не только в Москву, Питер же летает с Ингушетии. Хотелось бы, чтобы ингуши летали везде. Было, чтобы они могли прийти сюда, сесть на самолет и улететь, куда пожелает их душа. Намного удобнее летать, потому что раньше были моменты, когда не было вариантов на самолете лететь. Вот. Учусь в лесотехническом университете, уже 4-й курс заканчиваю. Вот. Очень рад, что открыли рейс. Через интернет посмотрел там, что есть рейс, так и так. Раньше не было, говорят, а сейчас это первый, что ли. Так удобно. Я надеюсь, у вас еще дальше будет рейсы. Хотелось бы, чтобы и Батуми было. Первый самолет «Победы» по маршруту Санкт-Петербург-Магаз-Санкт-Петербург сегодня поднял в воздух более 300 пассажиров. Рейс будет активен каждую пятницу. Главное, не забудьте паспорт и не опаздывайте на регистрацию. Зарема Ивлоева, Хаваш Гойгов, Новости 24. Очередное новшество наступившего года. Правительство Ингушетии утвердило новый порядок оплаты проезда льготникам. Теперь в общественном транспорте им необходимо предъявить проездной билет. Приобрести его можно в Министерстве труда региона при предоставлении паспорта и документа, подтверждающего право на льготу. Обо всем подробно расскажет Рина Цичоева. Порядок проезда пассажиров-льготников с нового года изменился. Если раньше для льготного проезда в общественном транспорте пожилым людям приходилось показывать удостоверение, то теперь у них появился свой именной билет, который придется предоставлять с 1 февраля. Билеты льготники должны показывать вместе с удостоверением, подтверждающим льготную категорию. Предоставление вот такого проездного билета позволит льготникам ездить на государственном общественном транспорте целый месяц абсолютно бесплатно, неограниченное количество раз. Распространяется такая система на пригородные и государственные маршруты. Проездной распространяется на лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, ветеранов труда и тружеников тыла. Многие, наверное, задаются вопросом, где можно взять такой билет. Для тех, кто еще не в курсе, поясняем. Билеты уже выдаются в отделах соцзащиты населения по месту жительства льготников. Но с собой необходимо иметь документы, подтверждающие право пассажира на льготу. Проездные билеты нами заказаны. Они имеются в наличии, необходимым для выдачи для населения. В этой связи гражданам, являющимся представителями этих категорий льготных, которые я выше назвал, надо обращаться в отделы социальной защиты населения, предъявлять паспорт и удостоверение, подтверждающие право на льготы, и эти билеты будут выдаваться ежемесячно. Информация о специальных билетах для льготников доводится не первый день посредством печатных телевизионных СМИ. Многим про нововведение рассказывают и работники автовокзала, ведь для льготников это важное новшество. Льготные. Они показывают свой документ, который мы записываем в ведомости, и на основании этого они уезжают.
и уже там в бухгалтерии идет свой подсчет. Если в наличии у льготников будет удостоверение, но не будет с собой билета, то за проезд все же придется заплатить. Как показывает практика, общественный транспорт у такой категории населения пользуется большим спросом. Мониторинг деятельности нашего пассажирского предприятия, именно государства, показывает, что вся, или же можно сказать, основная масса льготной категории, она передвигается на общественном транспорте, потому что это бесплатно. Льготная категория граждан, которые имеют право передвигаться, пользуются у нас это по маршрутам городского назначения, то есть внутри города, и межмуниципального. То есть за исключением междугородних направлений льготная категория имеет право пользоваться данными транспортными средствами. Все остальные требования не изменились. Маршруты и направления прежние. Первый проезд для льготников по новым билетам начнется уже с 1 февраля этого года. Поэтому успейте взять свой проездной. Рина Сычоева, Рахман Суров. Новости 24. Ингушетия приняла участников автопробега в честь 75-летия освобождения Кавказа от немецких захватчиков. Колонну автомобилей встретили в Насыркорте. Там на мемориале памяти и славы прошло памятное мероприятие. Цветы к вечному огню возложили ветераны и молодежь. Два поколения, между которыми десятки лет, но общая память о героях. Дана Плиева продолжит. Если почтить память о каждом погибшем в 40-х советском солдате минутой молчания, можно простоять не один год. В их числе больше 6 тысяч ингушей. 75-летию освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков и мужеству ветеранов активисты из Ставрополя уже 6-й год подряд посвящают автопробег. Стартовала колонна 2 дня назад. Участники уже успели побывать в Дагестане и Чечне. В Ингушетии гостей первыми встретили в городе воинской славы. Организатор патриотической акции «Городская дума Ставрополя». В республике они уже в 3-й раз. С линии Малгобек, Владикавказ, Моздок началась оборона освобождения Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Именно, скажем, наши прадеды, наши предки сыграли основную роль с освобождением Советского Союза. Это удалось, и отсюда уже мы погнали фашистов, начиная с января 1943 года, с территории Советского Союза. В числе участников автопробега немало студентов. Кто-то присоединился к акции впервые, а для других, как, например, Алины Ларачевой, путешествие по местам боевой славы региона Кавказа уже традиция. Девушка отмечает, патриотизм и любовь к своей родине – это завещание героев, которые мы не имеем права терять. Как тяжело досталась победа, мы об этом не понимали и это просто не знали. А когда мы с нашей делегацией и ветеранами находимся вместе рядом, на самом деле очень жалко, что их осталось очень мало. Вот. И для нас честь для тех людей, которые участвуют в этом акции. Кроме молодого поколения, в числе участников и самые главные виновники торжества – ветераны. Больше всего их интерес приковывает памятник, посвященный дикой дивизии. Легендарные всадники, о мужестве которых в те годы генерал Мерчеле написал: «Как горный обвал обрушились ингуши на германцев и сняли их в грозной битве». Петру Белокопытову в этом году исполняется 92, но жизнерадостности и чувства юмора ветерану не занимать. Ему было 17, когда он попал на войну, а сегодня самому младшему правнуку уже 24 года. Грудь увешана медалями, одна из которых за освобождение Кавказа. За годы войны он обезвредил не 1 десяток мин. Самая главная цель поездки, отмечает ветеран, напомнить молодому поколению о мужестве тех, кто погиб, защищая мирное будущее отчизны. Как прошли эти 41-е, 45-е годы, года зверства, фашистов и прочее. Вот эта цель и есть. Символ Великой Победы, боевое знамя, разворачивают уже перед башней Согласия в Магасе. Здесь гостей встречают представители Коmmолодежи и администрации Магаса, которые с большим энтузиазмом присоединяются к патриотической акции. Мероприятия в республике проводятся не в первый раз. Последний раз они в республике были в 2015 году. Комитет молодежи оказывает им непосильную помощь в организации и проведении вот этого мероприятия здесь. Данный автопробег проводится для повышения гражданско-патриотического воспитания молодежи в первую очередь и поднимает гражданский дух. Владикавказ, Нальчик, Адыгея, Ростов, Краснодар. Впереди участников ждут немало исторических маршрутов боевой славы. Финишируют активисты уже 19 января в Ставрополе. Дана Плиева, Ахмед Горбаков, Новости 24.
В Ингушетии вскоре запустят собственное мобильное приложение «Волонтер онлайн». Оно станет региональной платформой, объединяющей всех добровольцев республики, массовое посвящение в которой пройдет 13 января. Таким образом, Ингушетия станет первым субъектом России, на территории которого развернется программа «Года волонтера». В церемонии посвящения в добровольцы примут участие около 500 желающих вступить в ряды волонтеров. Каждый активист получит паспорт волонтера, который в некоторой степени сделает их деятельность легитимной. Об этом на встрече с главой республики рассказал председатель комитета по делам молодежи Сулейман Эгиев. По его словам, новое мобильное приложение будет выполнять функции виртуальной площадки, общения волонтеров и своеобразной локальной социальной сетью. Следующим этапом станет создание в республике волонтерского центра, в задачи которого входит выстраивание работы по ключевым направлениям движения. Отдельное внимание будет уделено подготовке активистов для работы на выборах президента страны. Юнусбек Евкуров обратил внимание ответственных за мероприятия в рамках года добровольца лиц на необходимость проведения просветительской работы. Это волонтер онлайн. То есть у молодежи всегда будет приложение, в которое будут высвечиваться все наши какие-то мероприятия, все наши акции, отзывы, плюсы, кто участвует, кто нет. То есть все это будет мониториться в целом. Планово идем к нашим национальным традициям. Белхи. Это кто? Добровольцы. То есть для нас это не какая-то там волонтерство, никакое там, это наши традиции, это наш менталитет, это наши обычаи. Это всегда так было. Видишь, идешь кому-то дом построить, потом вот вы это должны сейчас расписать, когда вы это делаете. И тот план, который вы составляете, они должны быть в том числе в традициях такого направления. Это раз. Второе, когда мы говорим учет волонтеров, когда мы ведем, да? Вот эта карточка, она централизованная или вы ее придумали? Нет, мы ее придумали. Да, вы ее придумали. Она у нас с прошлого года. Да, с фотографией все сделать, ее тоже показать как образец везде. И показать там, в том числе, обязанности расписать, запишите это все. И вы должны это все очень четко обозначать. Школьные волонтеры, так? Да. Это те, которые, там, посмотрите, по возрасту кому положено, по закону, по возрасту. И школьные волонтеры, которые помогают там и в массовых мероприятиях участвовать, и в других мероприятиях. Это раз, школьные волонтеры. Я первый, второй, третий, там уже сами поразберетесь. Студенты-волонтеры. 2. С учетом их направлений надо понимать, где они будут участвовать, в каких мероприятиях. Например, студенты, волонтеры участвуют в таких местах, как, например, форум СМИ, там еще чего-то, еще что-то. Теперь поехали спортсмены-волонтеры. Они участвуют на проведении крупных там спортивно-массовых, там событийных таких мероприятий. Так, нет? Да. То есть это их участие, спортсмены-волонтеры. Благотворительные фонды волонтеры. Где они участвуют, как они участвуют. И у вас это все должно, почему я это говорю, и дальше не буду перечислять. И у вас это все должно проходить под эгидой года волонтерства, тогда у вас будет и прописано мероприятие. Свыше 100 миллионов рублей будет направлено в Ингушетии на обустройство парков и дворов, включая средства из федерального и регионального бюджетов. Об этом сообщил начальник отделения ЖКХ Минстроя Республики Муса Илиев. Ожидается, что в рамках проекта формирования комфортной городской среды в этом году из федерального бюджета на благоустройство городов республики будет направлено более 98 миллионов рублей. Еще порядка 5 миллионов выделят из бюджета республики. По словам министерства, разработала и утвердила программу реализации проекта на следующие 5 лет. Планируется, что весной 2018 года подобные программы разработают и муниципалитеты. Отметим, что в прошлом году в Ингушетии отремонтировали 44 дворовые территории и 13 общественных зон. Ну и к другим темам. Несколько аварий со смертельными исходами произошли в Ингушетии только с начала года. Причины – превышение скорости, обгон и выезд на встречную полосу движения. Пока одни участники дорожного движения негодуют статистикой аварийности, другие нажимают на педаль газа, не думая о последствиях. Слово Микаилу Тангиеву. Только с начала этого года в Ингушетии в результате ДТП погибло 3 человека и 17 получили ранения различной степени тяжести. Эта авария, которая произошла 9 января в селении Верхние Чулки, попала в объектив видеофиксатора. На кадрах видно, как водитель ВАЗ-2107 пересекает сплошную и выезжает на встречку, откуда на него летит Мерседес. В результате сильнейшего удара обе машины просто откидывает в сторону. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2107 и пассажиры автомобиля Mercedes-Benz
получили телесные различные повреждения и были госпитализированы РКБ города Назрань. По данному факту Госавтоинспекция по Республике Ингушетия проводится проверка. По предварительным данным, виновником дорожно-транспортного происшествия, по предварительным данным, является водитель автомобиля ВАЗ-2107. Потому что он выехал на полосу встречного движения. За 2 дня до этого случая произошла еще одна авария в Назранском районе. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2114 и Волга. От удара одна из машин загорелась. На этот раз, кроме самих водителей, в результате столкновения с тяжелыми травмами в больницу доставлены также несовершеннолетние пассажиры. В ГИБДД отмечают, причины аварии не меняются. Выезд на полосу встречного движения и превышение скорости. По сегодняшний день остаются такие нарушения. Если водители соблюдали бы эти правила дорожного движения, нарушали бы те нарушения, которые я сейчас назвал, у нас дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом и тяжким последствием не были бы. Такого же мнения придерживаются и большинство водителей. Многие негодуют, как можно осознанно идти на такой риск, подвергая опасности человеческую жизнь. Против движения دعلوا عشان بميغ يتسوديون شيء بميغ يتسو لقجنا حوزن بتسوديون يا بابي لا قالنا بابو بيرج دوادو يا مود قتر مود تدواش حمد صورت تقليز بنخبت حلقه مليه صق مقستي اتودي هون قارقز مميل صنت مخل كرو مخل друг уступать ди уважать ди доққа мучидвей займқа мудивей ди би доққырмай мучидвей ди должен лат тебе так должен лат пойди Аллах хамд доч. Одна из причин участившихся ДТП в последние дни – это также резкое ухудшение погоды. На дорогах, особенно в утреннее и вечернее время, гололед. В связи с этим инспекторы призывают соблюдать главные правила в зимнее время для всех автолюбителей. До прихода зимы мы заранее довели до участников дорожного движения, до водителей, что необходимо поменять свои летнюю резину на зимнюю. Зимняя резина обязательно должна быть. Казалось бы, гололед на дорогах – это еще один повод сбавить скорость и задуматься об осторожности. Но на деле все наоборот. Инспекторы ГИБДД в который раз призывают водителей не нарушать правила, быть аккуратнее на дорогах, а самое главное – помнить – вас ждут дома родные и близкие. Михаил Тангиев, Габор Чакиев, Новости 24. Но оказавшись в экстренной ситуации, будь то ДТП, пожар или другое происшествие, угрожающее здоровью, мы звоним на номер 112. Служба ежедневно принимает сотни звонков, среди которых немалый процент вызовов с сообщениями о мнимых происшествиях. Набирая трехзначный номер, шутники, видимо, не думают, что их заведомо ложный вызов может стоить жизни человека, которому действительно нужна помощь. Ведь в такие моменты счет идет на секунды. Репортаж Светланы Томовой. Пожар, ЧП, несчастный случай, волей судьбы. Каждый из нас сталкивается с ситуациями, в которых так необходима экстренная помощь спасателей. В этот момент первым на ум приходит номер 112. Правда, не всегда на той стороне линии оказывается тот, кто действительно попал в сложную ситуацию. Многие жители не понимают, что служба 112 предусмотрена для экстренных случаев, потому порой обращения доходят до абсурдных. Служба 112. Дополнительно мы готовим соглашение с Федеральной службой безопасности, с МВД, именно по 112. В таких случаях, когда, значит, к нам будут вот такие звонки поступать, так, как говорится, детская шалость, можно их так назвать, то мы будем уже направлять вот эти телефонные номера и, значит, в адрес этих органов, чтобы они уже разбирались непосредственно уже с этими людьми. В Магасе, в ЕДДС, звонки по номеру 112 принимают всего несколько человек. По словам начальника службы, только за пару дней, пока шел снегопад в регионе, отключали свет. В диспетчерскую службу за это время поступило около 3000 звонков от возмущенных жителей. И практически никто из звонящих не отдает себе отчет в том, что в этом случае следует набирать совсем другие номера. Непосредственно на что предназначена служба 112, то реагирование, на которое они должны реагировать, у нас проблемы возникают, так как в этой ситуации возможны пожары, возможны дорожно-транспортные происшествия. Реально, значит, где, значит, ситуация происходит, каждая минута, значит, влияет на то, как быстрее оказать помощь пострадавшему. Значит, из-за того, что блокируются каналы связи с потоком этих звонков, возможность дозвона до нас, значит, могут люди не дозвониться до нас.
Региональный центр управления кризисных ситуаций МЧС. Сюда стекаются все звонки о происшествиях в республике. Именно они раньше всех узнают о человеческих бедах и незамедлительно принимают решение об оказании помощи. Один звонок на номер экстренной службы и диспетчер направляет на место происшествия пожарных, полицию или скорую помощь. Неудивительно, что некоторые жители не могут дозвониться. Поэтому специалисты службы еще раз напоминают, номер 112 предназначен для вызова экстренных служб. Поэтому для обращения в случае отключения электричества, газа или воды есть дополнительные номера. От лица Главного управления хотелось обратиться к населению Республики Ингушетия в случае отключения электроснабжения. Короткие отключения, так называемые, это 10-15 минут, не выходить на службу 112, экстренную службу 112, потому что предназначена для тех, которые попали в беду в случае при пожаре, дорожно-транспортном происшествии, чрезвычайной ситуации, а также социально значимых происшествий. Поэтому обращаюсь к населению, в случае отключения не звонить на службу 112, потому что от того, что они позвонили, их работа не ускорится, а пройдет только в плановом режиме. Прежде чем набрать номер экстренной службы, жителям следует задуматься, стоит ли ваш звонок потраченного времени диспетчера. Ведь пока вы спрашиваете в 100-й раз, когда вам дадут электроэнергию, возможно, в этот момент кому-то действительно нужна помощь в тушении пожара или в серьезном ДТП. Светлана Томова, Гапурчик, Киев. Новости 24. Ингушетия против наркотиков. Региональным Миннацем объявлен конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни. Главная цель – привлечение общественного внимания к проблеме незаконного оборота наркотиков. В конкурсе представлены номинации: макет наружной социальной рекламы и тематический видеоролик. Принять участие может каждый желающий, включая некоммерческие организации, молодежные волонтерские движения, электронные и печатные СМИ, освещающие и осуществляющие деятельность в сфере профилактики наркомании. Конкурс продлится до конца января. Работу необходимо представить в Миннац. Ученики талантливого учителя демонстрируют свои работы на выставке в Карабулаке. Воспитанники известного художника Мусы Мартазанова представили произведения на разные темы. В основном изобразили на холстах природу родного края. Лицезрело художество Мадина Пугоева. В стенах выставочного зала ценители прекрасного на какое-то время забывают о смартфонах и других новшествах 21 века. Эта комната буквально пропитана творческими идеями и настоящим искусством. На стенах развешено около 80 работ как начинающих, так и опытных художников, в их числе и Абубакар Аушев. В свои 14 он уже прекрасно усвоил все аспекты живописи. Вот тут использовался светло-бирюзовый. По краям я сделал темнее. Это как бы тут солнце озаряет небо, и поэтому оно в середине такое светлое. Горы я использую разные тона для того, чтобы придать текстуру камню. Творение юных художников приковывает все внимание посетителей, пристально разглядывают каждую деталь полотен. Работа Айны Бружевой, к примеру, посредством красоты пейзажа передает актуальность выбранной ею темы. Начало осени. Мы видим, как теряет лес свое зеленое платье, переодеваясь в желтое, оранжевое, а небо, которое готово принять снег, снежные покровы. Ане Бружевой уже за 50. Художница берет мастер-классы у народного художника Ингушетии. Муса Мартазанов проводит занятия как на базе школы искусств, так и в частной студии. Поэтому в числе его воспитанников как дети, так и взрослые. Здесь представлены произведения 13 учеников художника. Родители юных талантов такому увлечению детей только рады. Меня больше радует сам процесс. Процесс того, как она этим всем занимается. Если кому-то учеба идет тяжело, что-то дается с трудом, то здесь я наблюдаю совсем другую картину. Она очень рада своей учебе, она рада тому, чем она занимается. Она занимается тем, чем ей хочется заниматься. Все работы, представленные на выставке, труд воспитанников Мусы Мартазанова. С каждым из них опытный художник работает индивидуально. Кто-то уже приходит, подружившись с кистью и красками, а в других приходится выявлять скрытые таланты. Если бы у них не получалось, я бы, наверное, не продолжал бы работать с тем или иным учеником, потому что вытянуть из человека, который не представляет себя в мире изобразительного искусства, не видит, не ощущает себя,
они чувствуют себя одним целым очень тяжело. Поэтому все они попробовали себя в мире изобразительного искусства, показали, кто они есть, у них были определенные выставки персональные за плечами. Каждое произведение искусства наполнено особым смыслом. Для кого-то это просто хобби, а для других самый настоящий смысл жизни. Прийти и оценить творчество начинающих и уже опытных художников может любой желающий. Выставка продлится до марта. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24. Это были все новости к этому часу. Благодарю вас за внимание и до новых встреч.